В Средних Очелуках скоро появится несколько социальных объектов. Они на разных стадиях строительства. Об их необходимости для сельчан говорить не приходится. Население увеличивается, детям необходимо дошкольное образование и не хватает школьных мест. По принципу культуру в каждое ингушское село в Очелуках возводит ИДК. Репортаж Тамары Хашигульговой. А из нашего окна стройка садика видна. Зареме Горбаковой до него рукой подать. Новость о возведении объекта, признается женщина, ждали всем миром. В селе проживает около 4000 человек. Здесь до сих пор не было ни одного дошкольного заведения. С этой проблемой каждый родитель справлялся как мог. Мы раньше возили своих детей, своих внуков в Назрань, в Магаз, даже здесь в Верхних Очелуках. Я сюда своих внуков приведу. И я очень рада, что у нас наконец-то есть возможность, чтобы детям было где поиграться, чтобы выучиться каким-то знаниям. Типовое здание, рассчитанное на 12 групп детей, отвечает всем современным стандартам. Просторные комнаты, игровые, столовая, медпункт и спортивные залы. Здесь предусмотрено все для планомерного развития малышей. Его торжественное открытие намечено на весну 2020 года. У нас здесь и благоустройство начато, и высокая подпорная стена, и теневые навесы. А внутри ведутся все работы. Штукатурка, значит, все окна, двери установлены, кроме деревянной, потому что тепло еще мы не подали, буквально день-два мы подаем тепло. Кровля закончена, значит, вся кирпичная кладка завершена. Значит, мы здесь даже сделали наружное освещение, проложили кабель. Стойки готовы у нас лежат. Все лучшее детям. Можно сказать, что в Средних Очелуках этот девиз многие взяли себе за основу. Буквально в паре метров от детского сада летом прошлого года начали строить еще и школу на 720 мест. Ее возведение начато на месте старой, 15-й. Образовательное заведение станет вторым по счету, но первым по значимости. Ведь единственное функционирующее общеобразовательное учреждение рассчитано только на учащихся с 1 по 9 классы. Школа у нас трехэтажная, рассчитана на 720 мест. Плюс большой спортзал, пищеблок, большая столовая, большая футбольная площадка. Помимо этого еще маленькие игровые площадки. Готовимся залить второй этаж полностью. И на каждом блоке у нас работают рабочие. Бетонщики есть и камешки тоже есть. Они уже почти заканчивают первый этаж. Если с открытием двух этих объектов жителям придется повременить, то вот Дома культуры намечен со дня на день. Уже совсем скоро все желающие смогут записаться на кружки вокала, хореографии и изобразительного искусства, посетить библиотеку, а также поучаствовать во всевозможных концертных программах в актовом зале, вмещающем порядка 200 человек. Для проведения любых общественных мероприятий помещений как таковых у нас не было. Приходилось проводить эти помещения в здании школы или в другом месте. Даже приходилось во время выборов арендовать помещение в селе. С вводом в эксплуатацию вот этого Дома культуры, я надеюсь, полностью изменится в этом плане ситуация. Село с богатой историей. С давних времен, известное своими горячими источниками, одно из старейших джума-мечетей в республике, датируемой началом прошлого века, а еще больницей, построенной аж в 1927 году. В свое время она успела сослужить добрую службу во время Второй мировой войны. Именно в этот военный госпиталь доставляли раненых солдат со всей округи. К слову, это медучреждение функционирует и по сей день. Местные врачи за сутки могут принять до 100 человек. В больнице имеется одно стационарное отделение терапевтического профиля на 30 коек и 7 коек на дневном стационаре. Оказываем чисто терапевтическую плановым больным. Помимо этого мы еще ведем амбулаторный прием граждан населения, обслуживаем их. У нас есть узкие специалисты, стоматолог, гинеколог, участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры. В общем, также имеется отделение функциональной диагностики, там, УЗИ, ЭКГ. Когда заканчиваю осенне-весенней работы, в эту больницу приезжаю, меня очень принимают хорошо и ложат на стационар. Так, сердечно-сосудистые болезни, желудочно-кишечные, все они очень внимательно обследуют, УЗИ, систему ставят.
И пусть больница и врачи, работающие в ней, справляются с задачами, которые ставятся перед ней ежедневно, но с новым зданием, отвечающим всем современным требованиям, оно все равно не сравнится. А это значит, что в обозримом будущем в Средних Ачалуках планируют построить новое медицинское учреждение. На месте, где мы вот сейчас находимся, уже подготовлена официальная документация на 40-50 койко-мест. Документация это отправлена в соответствующую комиссию на проверку. Надеемся, что в этом году строительство больницы начнется. Еще одной визитной карточкой не только села, но и республики по праву можно назвать и завод минеральных вод Ачалуки. Его открыли в начале 20 века. За 100 лет здесь изменилось абсолютно все, в том числе и технология производства. По всей России у нас зона покрытия практически вся Россия. Также мы работаем с Казахстаном и также со странами, такими как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, пытаемся выйти на какую-то связь. Вот. Сейчас пока плотно над этим работаем. Также есть клиенты в Армении, в Грузии. Развитие сельского поселения Средние Ачалуки идет в ногу со временем. В ближайшее время здесь предстоит построить еще одну школу, но уже на 230 мест. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.